Тяжело эти чувства переживать, вспоминать. Спасибо вам всем, что организовали этот вечер. Поздравляю нас всех, наконец-то, с тем, что книга вышла. Как отец умер, сказали, что сразу срочно будут собирать слова о нем, чтобы скорее написать книгу. И, может, кому-то показалось, что это было долго, а я сам пытался собирать воспоминания, и это очень тяжело. Звонишь людям, они говорят: да, конечно, я напишу. Перезваниваешь им через некоторое время, они такие: да что-то не получается. И потом так это кто-то написал, а кто-то затянул. В итоге хорошо, что книга вышла. Это очень сложное дело. Спасибо всем, кто писал воспоминания и кто работал над их сбором. Также, нам когда прошлым летом дали черновик книги, я заметил, что многих друзей, соратников отца не хватает. Сам их обзвонил, собрал воспоминания. Какие-то не внесли в книгу, какие-то попроще. Если кому-то нужны воспоминания еще людей, которые не вошли в книгу, свяжитесь со мной, я вам отправлю. Также вчера в нашей деревне, в Журе, это же представление книги должно было проходить в Журе. Но, к сожалению, не получилось собраться, но это еще будет потом, через месяц или два. Хочу сказать спасибо нашему сообществу потомков государевых ямщиков, что зовут меня на все мероприятия, чтобы я был самым задействованным, везде участвовал. Они меня прошлым летом позвали в экспедицию в Иркутскую область. Я рад, что побывал там и познакомился. Я не ожидал, очень много людей, которые познакомились там с отцом, они его, оказывается, очень сильно уважали. Это не просто поверхностные знакомства. Я рад, что завел с ними связи. Знаю их всех, собрал воспоминания от них. Поколение отца росли в деревне, они все понимают якутский язык. Мы, дети, мои двоюродные братья и сестры, которые выросли в городе Якутске, к сожалению, не знаем якутский язык. В книге примерно около 20 людей написали на якутском языке. Я считаю, что это правильно, так должно быть. И для разнообразия в том числе. И что наследие сохранится таким образом. Если кто-то... я прошлым летом, когда нам дали черновик книги, попросил тетю Свету перевести страничку, маленькая страничка А4, но читала она очень долго, полчаса, тяжело было читать, говорить легко, а читать тяжело. И если кто-нибудь, кому очень легко читать и на ходу может переводить, прошу перевести воспоминания, не обязательно все, может одно, может другое, одно сразу, другое через месяц, и отправить мне. Буду очень благодарен. Мы еще раз поздравляем вас, просим не уходить с этим поистине историческим, великим, значимым событием. Эти аплодисменты вам, нам, в память Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Но это еще не все. Уважаемые родные, разрешите от имени общественности и всех земляков-хангаласцев вручить вам на память о сегодняшнем нашем теплом вечере памяти, в изображении котором приняли участие все гости. Дарю вам картину авторы эскиза данной картины, преподаватели Покровской детской художественной школы. А рисовали сегодня все гости. Давайте сделаем памятное фото с родными. Давайте поближе к картине. Это картина «Память», об чудесном вечере.